2018 год для Коми оказался прорывным. Количество участников конкурса президентских грантов от республики увеличилось на 80%. По итогам 2 этапов в прошлом году поддержку получили почти 3 десятка НКО. Вот только география не столь обширна. Если от Сыктывкара поступило 140 заявок, то от Сосногорска и Троицко-Печорского района ни одной. Тем временем победители уже вложили средства в реализацию своих инициатив. Русское географическое общество готовит команду волонтеров-кинологов. Проект призван помочь спасателям в поисковых работах. Закупают специализированное оборудование, это навигаторы, в том числе для собак, это рации, это палатки для нахождения волонтеров в лесу, ну и непосредственно оплата инструкторов, которые готовят этих собак. Вот, и уже с июля месяца того года мы начали подготовку, и в апреле планируем аттестация собак вместе с кинологами, чтобы летом и осенью участвовать в реальных поисковых работах. А в Эжвинском районе столицы прививают любовь к спорту, причем пожилым людям. Местный спортивный клуб в прошлом году успешно реализовал программу «Золотой значок ГТО» для золотого возраста. В 2018-м последовало продолжение. Участникам предложили выбрать направление по душе – танцы, йога и даже китайская гимнастика цигун. Мы замеряли на начальном уровне их физические показатели, тестировали по нормам и по завершению проекта. И весь анализ, то, что они достигали каких-то показателей, все, в принципе, мы провели и понимаем, что не зря проделали работу. То есть, если отжимались, пришли на момент проекта женщины 3 раза, а уходят 10, мы считаем, что это мы сделали хорошую работу. Школа фитнеса для золотого возраста – это уже 3-й проект клуба, получивший поддержку в виде президентского гранта. Однако 3-кратная победа не гарант успеха, считает глава Коми. Проекты должны быть долгосрочными, а грант – лишь возможность, так сказать, поставить работу на рельсы. Да надо один раз грант получить, добиться результата и дальше эту тему тиражировать. И смотреть, как в этой теме государство должно принимать участие. Каким конкретным ресурсом, каким, условно говоря, соответствующей по помощи, возможностями и так далее. Имущественным комплексом, имуществом. Оборудованием, значит, оборудованием. Вот это надо делать. А потом, конечно, вывели их на определенный, так сказать, режим работы. Все, ребята, извините, мы вам создали условия. Вы молодцы, вы заявлялись, достигли результата. Welcome. Никто сегодня не ждет бесплатного сыра в мышеловке. Никто. И если мне предоставляют по силам качественную услугу и просят с меня посильную оплату, поверьте мне, я буду платить. Ликотека – программа по сопровождению семей, воспитывающих детей с особенностями развития. Благодаря первому гранту удалось провести обследование и занятия с детьми, затем закупить оборудование и обучить специалистов. Старт дан, теперь можно приступать к полноценной работе. Мы также получили поддержку порядка 1 миллиона рублей в фонде президентских грантов. Это наш коммерческий проект параллельно и параллельно социальный проект. То есть мы планируем открыть филиал детского центра и уже на базе филиала осуществлять и бесплатные услуги в рамках уже нашего проекта при поддержке фонда. И в дальнейшем, конечно, будем оказывать платные услуги, потому что знаем, что это очень востребовано, это нужно, необходимо многим семьям, и они готовы за это заплатить. То есть у нас все равно будет приемлемая цена, им будет выгодно, им не нужно будет ездить в Санкт-Петербург, в Москву. Как обратная связь предложения от участников. Если с президентскими грантами все понятно, то участие в конкурсах Минэкономразвития – процесс излишне хлопотный. Говорят, сплошные отчеты и формализм. Мол, работают по постановлению правительства аж 2014 года. С неоднозначной ситуацией глава обещал разобраться. Дал поручение Сергей Гапликов и Общественной палате. Она займется информационной работой и привлечением участников грантового конкурса. Таисия Жакова, Олег Юшков, телеканал Юрган, Сыктывкар.